5 самых популярных мифов о Большом терроре разоблачают на выставке в Национальном музее Коми. Здесь представлена часть экспозиции Московского музея истории ГУЛАГа. Одной из первых с ней познакомилась Дарья Волокжанина. 1937-1938 годы, пожалуй, одни из самых трагичных в истории 20 века. Массовые сталинские репрессии остались в народной памяти под названием «Ежовщина» или «Большой террор». Эта часть нашей истории окутана различными легендами, развенчивают которые на выставке мифы Большого террора. В качестве доказательств архивные документы, письма, доклады и даже расстрельные списки. Большой террор – это, может быть, наиболее известная тема в истории сталинских репрессий. И несмотря на то, что эта тема наиболее исследована историками, она невероятно мифологизирована. И мы выбрали основные 5 мифов, которые пытаемся опровергнуть через официальные документы, которые хранятся в государственных архивах. Это Российский государственный архив социально-политической истории, архив новейшей истории. Эти документы хранятся, многие из них в особых папках Сталина, Ежова, Берии. Здесь и истории жителей Коми-края, например, этнографа Василия Налимова. Финно-угроведа арестовывали дважды, один раз за шпионаж в пользу германской и финской разведки. Именно к нему приравняли научное сотрудничество Налимова с финскими учеными. Реабилитировали его только спустя несколько десятков лет, уже после смерти. История его жизни в документах – одна из центральных на выставке. Эта тема жертв политических репрессий, она актуальна всегда. Потому что, если мы говорим, например, о возвращении доброго имени людей, тех, кто оказался жертвой этого периода, нужно сказать, что процесс реабилитации, который был запущен ранее, он не завершился до сих пор. И до сих пор происходит процесс реабилитации многих людей, восстановления имен. Все материалы являются частью большой экспозиции Музея истории ГУЛАГа, дополненной мемориальными коллекциями Национального музея Коми. В марте выставку дополнит еще одна коллекция Московского музея. В столице Коми она пробудет до 8 апреля. Дарья Волокжанина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.